Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Сегодня парламент Абхазии принял поправки в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами во втором и окончательном чтении. Кроме того, депутаты внесли изменения в Уголовный кодекс Абхазии. Обо всем подробно в репортаже Алики Трапш. Внеочередное заседание сессии парламента было открыто рассмотрением основного вопроса повестки дня – проекта закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Представил законопроект депутат Астамур Логуа. Принять в первом чтении проект закона Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательного имущественного характера государственными служащими и депутатами. Значит, поправки. Значит, вот эти поправки принять в первом чтении. Дальше второй пункт гласит: направить указанный проект закона президенту Республики Абхазия, наверное, исполняющему обязанности президента Республики Абхазии, в комитеты Народного собрания, Верховный суд Республики Абхазия, Генеральному прокурору Республики Абхазия. Установить, что поправки к указанному проекту закона направляются в Комитет Народного собрания парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике. Третье. Комитету Народного собрания парламента республики по государственно-правовой политике доработать указанный проект закона и с учетом поступивших поправок в месячный срок внести его на рассмотрение Народного собрания парламента Республики Абхазия во втором чтении. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Затем депутаты приступили к обсуждению предложенных поправок. Все выступавшие были солидарны во мнении о необходимости и значимости для страны антикоррупционного закона. Однако мнения депутатов разделились в вопросе, стоит ли принимать поправки к законопроекту, который, по сути, еще не доработан. Некоторые депутаты отмечали, что они вынуждены проголосовать за антикоррупционный закон, чтобы не пострадали голодающие люди. Самое главное, люди, которые сидят на голодовке, 11-й день, ихнему здоровью и жизни угрожает опасность. Они не встанут никак, и не пытались уже все это, мы ходили, депутаты туда, ходили, и люди, и общественная палата, пытались их поднять, они не встанут ни в какую, если эти поправки будут не приняты. Мы приняли решение, что это будет политическое решение, закон не будет работать в полную силу, но хотя будем считать, что это первый шаг к тому, чтобы 20-я статья прижилась у нас в Абхазии, начала работать, и люди начали декларировать свои доходы. Это закон, над которым еще работать и работать. Вопрос стоит так: если мы не проголосуем, там кто-то умрет. Мы против того, чтобы кто-то умер. А это будет работать, не будет работать, как говорится, это любому нормальному человеку все понятно. Вопросов никаких нет. Вот юридический отдел написал, здесь как бы некоторые недоумения. Они профессионалы, они не имеют права не писать то, что есть. А работать, не работать будет, это не важно. Стоит отметить, что правовой и аналитический отделы парламента, изучив представленный законопроект о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами, сделал заключение, что в представленном документе есть противоречие, и он не может быть принят до принятия закона о государственной службе. Некоторые депутаты также высказали мнение, что несмотря на принятие поправок в антикоррупционный закон, он не будет исполняться. То, что здесь представлено, это очень сырой документ. Хотите прямо, это правовой мусор. Что за спешка? Сегодня мы проголосуем или завтра? Давайте, профильный комитет доработает. Давайте завтра рассмотрим. В таком виде нельзя, слушайте, просто нельзя. Этот закон никто не может исполнять. Мы для чего принимаем закон? Чтобы его не исполнять? Для того, чтобы обмануть людей? Я за такой проект закона голосовать не собираюсь. 10 пунктов. Вот здесь вот правовой отдел, который дал, который противоречит другим основным принятым уже законам действующим. Тогда какое политическое решение, скажите мне? Завтра придут другая группа людей. Сегодня все мы знаем, что в Европе, в мире, везде что делается. Но придут с другими требованиями, которые ни по менталитету, ни по духу нашему, которые нам неприемлемы. Но сегодняшняя демократия мировая позволяет иметь таких там, я прошу прощения, но родитель номер 1, родитель номер 2. Или даже кому-то наша Конституция не понравится, не 5 палаток вот здесь поставят, а 15 палаток поставят и скажут: давайте менять Конституцию, а то они умрут с голоду.
Мне жалко этих людей, которые там сидят. Но если мы будем так подходить к этому вопросу, я считаю, что это очередной развал нашей государственности. Мы к этому все толкаем, к этому нас ведут. Видя заключение правового дела, мы не сможем усовершенствовать наше законодательство и упорядочить. Ну, это и мнение юристов, я думаю, наших. А все, что происходит, хочу выразить также мое личное мнение, это апробирование оранжевых методов воздействия на власть. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба также высказал ряд замечаний по поводу законопроекта. Он подчеркнул, что недопустимо опубликование личных номеров членов семьи декларанта. В этом с ним согласились и депутаты. В итоге, после долгого обсуждения во втором окончательном чтении депутаты приняли поправки в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Закон вступает в силу со дня его опубликования. Теперь чиновники обязаны декларировать доходы супругов, совершеннолетних и несовершеннолетних детей, родителей, родных братьев и сестер. Кроме того, согласно закону, кандидаты в президенты и депутаты будут предоставлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства. Если раньше на сайте запрещалась публикация данных о членах семьи декларанта, то поправки в закон предполагают не только отмену этого пункта, но и обнародование информации о месте прописки, месте жительства чиновника и членов его семьи. В случае непредоставления данных о доходах или предоставления ложных сведений, чиновник будет освобожден от занимаемой должности без права на восстановление. На заседании сессии парламента во втором окончательном чтении также были внесены изменения в Уголовный кодекс Абхазии. Для некоторых категорий граждан мера наказания в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы за распространение наркотиков в крупном и особо крупном размерах заменяется сроком на 15 лет. Несовершеннолетних и по поводу человека, который полностью идет на сотрудничество со следствием, значит. Предлагается женщинам в случае, если ее поймают при распространении наркотических средств, 15 лет, несовершеннолетним 7 лет. И если человек пошел на сотрудничество полное со следствием, то тоже 15 лет. Во втором и окончательном чтении внесены изменения в Конституционный закон о Кабинете министров, а в закон о репатриантах изменения внесены в первом чтении. Рассмотрение остальных вопросов повестки дня было перенесено на 13 марта. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Как стало известно, после заседания сессии парламента один из участников голодовки Джансу Хадлиба отказался прекратить акцию и остался на площади Свободы. Его решение аргументировано тем, что парламентарии не внесли в список декларантов бабушек и дедушек чиновников, на которых они могут переписать имущество. Остальные участники акции разошлись по домам. Однако сбор подписей в поддержку принятия поправок в антикоррупционный закон все еще продолжается. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных командировок. Это сделано в целях защиты населения от завоза и распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению, до 7 апреля 2020 года центральным и местным органам госуправления, госучреждениям и организациям поручено приостановить проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также направление в заграничные служебные командировки своих работников. Министерству финансов поручено приостановить их финансирование. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора госкомпании «Абхазтоп» Беслана Авицба по 4 эпизодам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 157 «Присвоение и растрата веренного государственного имущества в особо крупном размере» Уголовного кодекса, сообщается на сайте Генпрокуратуры. На данном этапе предварительного расследования совокупный ущерб, причиненный государству в результате преступных действий Авицба, составил 31 миллион 438 тысяч рублей. Однако данная сумма не является окончательной. В рамках расследования уголовного дела будет исследован весь период деятельности Авицба. В качестве руководителя госпредприятия не определен окончательный ущерб. 11 марта 2020 года Беслан Авицба задержан в качестве подозреваемого и заключен под стражу ВВС МВД. В городе Гудаута сотрудниками РУП «Черноморэнерго» завершены работы по реконструкции столбов, линии электропередачи и замене запчастей оборудования на подстанции Гудаута 110 киловатт. Все работы проведены за счет средств РУП «Черноморэнерго». Подробности в репортаже наших корреспондентов. В начале текущего года в Гудауте были начаты работы по реконструкции опоры линий, выводящих электроэнергию в город с подстанции Гудаута. Уже в 5-й раз Абхазия будет принимать участие в международной туристической.
В начале текущего года в Гудауте были начаты работы по реконструкции опоры линий, выводящих электроэнергию в город с подстанцией Гудаута 110 киловольт. Старые столбы и линии, которые были установлены еще в 70-х годах, были в аварийном состоянии. В период пикового потребления электроэнергии они являлись причиной частого отключения света. Что касается силовых кабелей, которые проходили под землей, то они часто подвергались повреждениям спецтехникой во время прокладки водопроводных труб. За короткий промежуток времени сотрудниками РУП «Черноморэнерго» были проведены до 3 километров новых линий электропередачи, установлены более 25 новых опорных столбов. Увеличили сечение кабелей в 3 раза больше. Эти кабели давнешние, и на тот период этого сечения хватало. А сейчас, учитывая, что лет за 10 на 100% увеличились нагрузки. Приняли решение, чтобы не рыть, не прокладывать кабели. Мы вышли на воздух, выход с подстанции кабельный, и дальше идет то, что вы видите, воздушный. Подстанция Гудаута 110 киловольт питает почти 60% города. В числе потребителей детские сады, школы, многоэтажные и частные дома, расположенные как в центре, так и на окраинах Гудауты. Для лучшей производительности трансформаторов подстанции специалисты также произвели замену необходимых запчастей. Помимо того, что мы установили опоры, линии, заменили кабели, провода и так далее, для этого надо, для того, чтобы увеличить надежность, сделать, специалисты поменяли, что необходимо было, трансформаторы тока, наладку, релейные защиты, внутренние вакуумные выключатели и так далее. Установка новых опор и линий электропередачи, а также закуп новых запчастей для оборудования подстанции Гудаута 110 киловольт были произведены за счет средств РУП «Черноморэнерго». По словам специалистов, после выполнения работ качество электроэнергии, поступающей потребителям, увеличилось в разы, а отключение света происходит в редких случаях. Саид Джарсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. С 17 по 19 марта Республика Абхазия в 5-й раз будет принимать участие в международной туристической выставке МИД-2020, на которой презентует туристические возможности страны-представителям турбизнеса России и других стран мира. В делегацию войдут 18 субъектов туризма Абхазии, среди которых турфирмы, отели, а также торгово-промышленная палата республики. Посетителям выставки будет предложен отдых на абхазских курортах, различные туры и направления, а также экскурсионные маршруты. Все подробности в репортаже Эсмы Голландзе. Уже в 5-й раз Абхазия будет принимать участие в международной туристической выставке МИД, которая пройдет в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо». Форум ежегодно собирает представителей туристического бизнеса со всех регионов России и многих стран мира и дает возможность обменяться опытом и найти новых партнеров и клиентов. В ближайшие 2-3 дня наша делегация выезжает в Москву. В составе этой делегации 18 субъектов туризма Абхазии, куда входят наши турфирмы, наши отели, принимает участие торгово-промышленная палата. Мы уже не раз выезжали в таком составе. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы уже после этого к нам уже приехали новые операторы, которые будут смотреть Абхазию, будут смотреть своими глазами. Почему своими глазами? Потому что они занимаются продажей туристических путевок, и уже от них зависит та клиентура, которая к нам приезжает. В этом году, как и в прошлом, в абхазском павильоне будет представлен красочный стенд с туристической картой республики и надписями на 2 языках. Экспозиция станет площадкой для презентации экскурсионных маршрутов и уникальных возможностей отдыха в Абхазии. На выставке будут журналисты, российские журналисты. Вот этим летом они к нам приезжали, мы общались, разговаривали, которые потом уже будут вещать на свои регионы. Они будут снимать стенд Абхазии. Госкомитет по курортам и туризму активно занят подготовкой к предстоящему курортному сезону. В апреле в республику приедут представители крупных российских туроператоров «Интуриста» и «Туи». Также запланирован ряд рекламных туров. В ближайшее время к нам приезжают более 200 детей старше 14 лет.
Это дети, которые выбрали свое направление в жизни уже, те, которые будут учиться в журналистике и работать в этой сфере. Они будут смотреть не только туристский потенциал, который есть в нашей стране, но и объекты сельского хозяйства, промышленность. Они будут это снимать, брать интервью. В целом, по словам Автандила Гарцке, с учетом многих факторов, приближающийся курортный сезон обещает быть не хуже предыдущего. Эсма Голанзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В этом году абхазскому писателю, прозаику, публицисту, члену Союза писателей СССР и Союза писателей Абхазии, общественному деятелю и активному участнику национально-освободительной борьбы народа Абхазии Алексею Джене исполнилось бы 90 лет. В честь юбилея писателя в Национальной библиотеке имени Папаскир состоялся вечер памяти, в котором приняли участие его друзья, коллеги и семья. Организаторами мероприятия выступил Союз писателей Абхазии. Репортаж Сарик Варсхеля. Алексей Камугович Дженя – писатель, прозаик, заслуженный работник культуры Абхазии. Жанровый и тематический диапазон его творчества широк и разнообразен. Алексей Дженя по праву считается одним из лучших новеллистов. Без его романов и повестей невозможно представить современную абхазскую эпическую прозу. Художественный стиль писателя отличал его от других авторов, а удачное сочетание эпитетов, сравнений, диалогов, эпилогов и прологов были олицетворением его творений. Он также перевел на абхазский язык многие рассказы и повести зарубежных, абазинских, кабардинских и других писателей, в том числе Паустовского, Астафьева, Мисакова и Йоселяни. Алексей Дженя старался завазар абсо прозаикца дука руктаны церглой. Абастермит гули пшами Иван Папаскер Цадздер Сале Багратшинкве пшихо ашкойца дука прозаикца руктат церглой. Иқалап ерейхін зейкунаго макана дыштахмзар. Гангахалайра ахтыр гарабзи бадзомст. Дача гангахалай уходзана байхатриман. Алексей Камугович работал в редакции газеты «Апсныгапш». Первая его книга «Мое горное село» вышла на ее страницах в 1960 году. Он был главным редактором журнала «Алашера», где впервые увидели свет почти все его художественные произведения и многие очерки. Также он был главным редактором государственного книгоиздательства Абхазии. «Не топчите цветы», «Тайна леса», «Анмирах. Божество двоих», «Не бери на себя грех, брат» и другие его произведения и сейчас не залеживаются на полках библиотек. Они востребованы широким кругом читателей, как в Абхазии, так и за ее пределами. Алексей Дженя, журнал «Алашарача», Кыршук Саусью Дзомст, Шерешеш Друепша, Зки, Шихани, Вижавшиксерзе, Тартит, журнал «Алашара» редактор Хадас, а я сейчас вычичеко, чуну иштах. Аха, упривишкуся бжаки хышкуся рыла, а журнал игайцез, ирласырласын сара журнал косергулапшуэ, игайцез. Литература шай дзирикез, вейчи кауз, эй макейчакко, вейчи кауз, эй сажера пашкуюе критики, тацарауеви. Уй, журнала турахач мацаракум, литература турахач яшечкана инхай. Писатель Даур Начкебе хорошо знал Алексея Дженя. Он поделился своими воспоминаниями о нем и рассказал о совете, который когда-то дал ему Алексей Камугович. Он говорит: Даур, вот ты вырос в деревне, знаешь эту жизнь деревенскую, соседей, родственников. Пиши, говорит, об этом. Там, говорит, есть бесконечное число сюжетов, там есть все, что тебе надо. Это был, конечно, совет мастера, мудрого, знающего, понимающего. Нужно отметить, что Алексей Дженя принимал активное участие в Абхазском национально-освободительном движении. За участие в 1977-1978 годах в борьбе против политики грузинских властей в Абхазии. Был в числе 130 представителей абхазской интеллигенции, подписавших абхазское письмо в адрес генерального секретаря ЦК КПСС, после чего был смещен с должности главного редактора. Алексей Камугович ушел из жизни в возрасте 68 лет. Сария Гварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Согласно предоставленному эфирному времени ЦИКом Абхазии, кандидатам в президенты и вице-президенты, сегодня на нашем канале в 21 час будет показан фильм о кандидате в президенты Абхазии Аслане Бжане. И в завершении выпуска о погоде.
По информации гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 6-11, днем 18-23 градуса, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.